Бзирашемас хатырскуах телехопшра, усу раяцнацует апсуа телехопшра пресс-центр. Уэштуя минут корзиш, я шо эфира чхагу апсуа телехопшра сайдаджа. Шубзеку хатырскус коллегацу взял шабит шас хуит, ехет бия пресс-конференция артуаз, играб хазин аргылан, дыш сырдырыст стахоп хасас, аква акалайк ахада и хатыпхуй Леон Кварджия. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. В первую очередь хочу представить вам нашего гостя, заместителя главы администрации города Сухум Леона Кварчи. Основная наша тема – создание инвестиционного паспорта города Сухум и фактическая презентация этого паспорта. Если вы позволите, первый вопрос озвучу я. Что такое, по сути, инвестиционный паспорт города? Что он представляет собой? Расскажите, пожалуйста, поясните. И насколько важно создание вот такого вот паспорта для нашей столицы? Добрый вечер еще раз, уважаемые гости студии, уважаемые слушатели. Инвестиционный паспорт представляет собой один из элементов инвестиционной политики органов власти и является инструментом маркетингового продвижения территории. Фактически это источник необходимой информации для инвестора, который решил реализовать тот или иной бизнес-проект в каком-либо регионе. Та информационная база, информационный бюллетень, на основании которого у него формируется положительное впечатление об инвестиционной привлекательности той или иной территории. Качественно подготовленный инвестиционный паспорт является основой для привлечения внимания со стороны потенциального бизнес-сообщества, потенциальных инвесторов, а также формированию положительного инвестиционного имиджа территории. Инвестиционный паспорт является одним из 15 элементов так называемого инвестиционного стандарта, который был разработан в свое время агентством стратегических инициатив в Российской Федерации и который на сегодняшний день успешно внедряется во многих регионах Российской Федерации и в той или иной форме присутствует во многих экономически развитых странах. Соответственно, мы идем по тому же пути. Мы начали с подготовки инвестиционного паспорта, а в дальнейшем мы будем реализовывать все остальные 15 элементов того самого инвестиционного стандарта, о котором я сейчас сказал. Для понимания расшифрую понятие инвестиционного стандарта. Это набор минимальных требований, необходимых для обеспечения притока инвестиций в ту или иную территорию. Они включают в себя 15 наиболее успешных инвестиционных практик, которые дают подобный эффект. Перечислю некоторые из них. В первую очередь это подготовка, разработка программы социально-экономического развития территории, инвестиционной стратегии, наличие специализированного учреждения, которое занимается привлечением инвестиций в ту или иную территорию, возможность прямой связи с руководством региона, наличие двуязычного портала об инвестиционной деятельности, наличие плана строительства инфраструктуры и многое другое. То есть есть те требования, которые мы можем у себя в городе подготовить, разработать в рамках инвестиционного стандарта, а есть те, которые необходимо разрабатывать уже на уровне республиканском. В любом случае, разработка инвестиционного стандарта – это взаимодействие республиканского и муниципального уровней. Давайте подробнее поговорим об инвестиционном паспорте нашей столицы. Какие аспекты входят в этот вот паспорт? Расскажите более подробно о нем, вообще о проекте в целом. Как долго вы работали над ним? Какие специалисты были привлечены? Я скажу так, что основная сложность, наверное, заключалась в сборе первичной информации, потому что необходимо было задействовать различные ведомства, различные учреждения. У нас, к большому сожалению, поскольку отсутствует оцифровка данных, приходится получать все эти сведения вручную, и здесь, конечно же, задействован человеческий фактор в том числе, поэтому
ну, не раскрывая скобки, скажу, что работа несколько затянулась, можно было ее быстрее сделать, где-то порядка, наверное, года она заняла. На самом деле можно было сделать действительно это все оперативнее, но будем исходить из наших реалий, получилось так, как получилось. Непосредственно разработкой паспорта в администрации занималось управление экономики и прогнозирования, все сотрудники управления были задействованы. Ну и, соответственно, приходилось постоянно находиться в взаимодействии с различными ведомствами уже на республиканском уровне. Сам паспорт состоит из нескольких разделов, их более 10, 11 разделов. Если вы позволите, мы попросим режиссера, чтобы он вывел на экран, чтобы наглядно было видно, как выглядит этот паспорт и что он представляет из себя. Ну, в данном случае вы сейчас видите титульный лист. Далее следует приветственное слово главы администрации города. То есть, я говорю сразу, существует определенный стандарт написания подобного рода документов. Мы постарались максимальным образом его придержаться, сделали, конечно, какие-то свои вводные небольшие отступления, но в целом сама буква и дух стандарта, она выдержана. То есть сам паспорт начинается с приветственного слова главы администрации. В нем он перечисляет приоритетные направления развития городского хозяйства в соответствии со стратегией социально-экономического развития республики, которая была разработана до 2025 года. И коротко определяет те направления работы администрации, которые способствуют непосредственно созданию положительного инвестиционного климата. Далее идет основная часть, то есть первый раздел — это у нас общая характеристика города Сухум, описание его, это его географическое положение, климат, достопримечательности основные, основные параметры социально-экономического развития города, да, то есть бюджет, численность населения, численность экономически активного населения, среднемесячная заработная плата и так далее. Следующий раздел — это социальная и коммунальная инфраструктура города. В этом разделе перечислены объекты культуры, образования, здравоохранения. Коротко описана инженерная инфраструктура города, да, то есть это протяженность улично-дорожной сети, протяженность инженерных сетей, их состояние, да, для того, чтобы потенциальный инвестор понимал, о каком уровне и развитости инфраструктуры идет речь. Ну, конечно же, могу сказать, что в каждый раздел можно было бы расширить и углубить очень сильно, но паспорт инвестиционный не подразумевает такой глубины подачи информации, в таком случае он просто станет очень объемным. Речь идет о том, чтобы по каждому разделу дать обзорное понимание вообще положения дел. Далее у нас идет уже непосредственно описание различных отраслей городской экономики. То есть максимально сжато, коротко, но емко передана картина, ну, положение дел в каждой из отраслей городской экономики, для того, чтобы потенциальный инвестор понимал, какая из этих сфер ему может быть потенциально интересна, с учетом количества занятых, с учетом среднемесячной заработной платы, валового объема производимой продукции, оказываемых услуг и так далее. Следующий раздел, уже после описания сфер городского хозяйства, мы установили налоговый климат, да, налоговое окружение в городе. То есть условно идет такая вот логическая цепочка. Вначале человек получает обзорную информацию о городе, потом он понимает, какая в нем инженерная, социальная инфраструктура, затем он видит, какие отрасли экономики насколько развиты, и далее, после того, как он условно чем-то заинтересовался, идет информация о налоговом окружении. То есть это те виды республиканских и местных налогов, которые необходимо уплачивать в том случае, если предприниматель принимает решение вести хозяйственную деятельность на территории города. Информация подана достаточно подробно, там описаны все виды налогов, поэтому у бизнесмена складывается достаточно полная картина. Далее, естественно, одним из основных условий является Одним из основных условий работы на территории какой-либо является возможность изучения нормативно-правовой базы, которая необходима для того, чтобы работать. Здесь мы также собрали максимально все возможные
нормативно-правовые акты и на республиканском, и на местном уровне, для того, чтобы инвестор понимал, в каком правовом поле ему придется работать. То есть все, что связано непосредственно с ведением предпринимательской деятельности на территории города, собрано в этом разделе. Там есть и законы республиканские, и постановления Кабинета министров, и распоряжения главы администрации города, различные инструкции, административные регламенты по оказанию тех или иных муниципальных услуг, которые мы разработали внутри администрации. То есть здесь собрана вся нормативная база. То есть предварительная картина у инвестора уже складывается, Конечно. ознакомившись с этим Да. паспортом. Если вы позволите, мы предоставим слово коллегам, если есть вопросы. Насколько законодательно подкреплен этот документ, какую юридическую силу он имеет? Значит, этот документ будет закреплен распоряжением главы администрации города. Больше каких-либо иных значит, нормативно-правовых актов для его утверждения не требуется. Когда речь идет об инвестиционном паспорте уже страны, но об этом я скажу несколько позже, тогда, конечно же, уровень принятия решений, он несколько другой. То, что касается города, это распоряжение главы администрации города. Я все-таки закончу. Значит, после нормативно-правовой базы у нас идет следующий основной раздел, который должен принимать во внимание инвестор. Это тарифы на коммунальные услуги, которые оказываются на территории города. То есть в этом разделе собраны тарифы на водоснабжение и водоотведение, тарифы на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, тарифы на электроэнергию, да, для того, чтобы человек понимал, о каком уровне нагрузки именно в части коммунальных расходов идет речь, если он принимает решение работать на территории города. После тарифов на коммунальные услуги мы изучали рынок, нам помогли и некоторые риэлторские компании, которые работают на территории города. Мы предоставили информацию по средней стоимости аренды или покупки и продажи квадратного метра на территории города Сухум, потому что это тоже является одним из основополагающих факторов при организации нового бизнеса. Здесь инвестор может изучить ставки арендной платы, либо возможность приобретения имущества в различных районах города. Это тоже немаловажная информация. Значит, следующий раздел у нас мы собрали наиболее успешные инвестиционные проекты, которые были реализованы на территории города Сухум, для того, чтобы потенциально бизнес-аудитория понимала, что на территории города можно работать, и на территории города уже долгое время работают различные компании с иностранным участием. То есть это своего рода такой показательный, яркий пример, который иллюстрирует то, что с нами можно работать. Далее мы подготовили пилотный проект инвестиционный с подробной проработкой технико-экономического обоснования. Он называется «Организация морского пассажирского сообщения между городом Сухум и городом Сочи с возможностью продления до других курортов Краснодарского края». То есть это тот пилотный проект инвестиционный, который нам был бы интересен как администрации с целью привлечения сюда туристического потока. И это фактически такой, один из имиджевых, да, проектов, потому что вы знаете, что до войны у нас такое сообщение имело место и пользовалось достаточно большой популярностью как среди местного населения, так и среди туристов, поэтому мы решили изначально проработать именно его. То есть предоставлено полное технико-экономическое обоснование для того, чтобы человек мог для себя решить, насколько это ему интересно. Со всеми проект, выкладками, да. Ну, можно сказать, что практически готов, потому что это технико-экономическое обоснование. Дальше уже, конечно, нужен более подробный бизнес-план, но здесь основные параметры проекта, они Насколько понятны. мне известно, есть еще и другие проекты, но не недоработанные. Да. Вот расскажите немного Да. о них, пожалуйста. Значит, мы в последнем разделе решили указать перспективные проекты, находящиеся в стадии разработки. В настоящий момент они находятся на стадии просчета основных технико-экономических показателей, но тем не менее мы их решили уже указать.
Первый проект — это такой, скажем так, на злобу дня организация мусороперерабатывающего завода. Ну, поскольку вы знаете, что проблема мусора у нас в городе стоит достаточно остро, в то же время во всех развитых странах, помимо того, что эту проблему решили, из нее еще сумели, из нее еще умеют извлекать определенную выгоду. Поэтому мы для себя решили, что такой проект для нас также является одним из первостепенных, и в настоящий момент прорабатываем его технико-экономические показатели. И второй проект, тоже немаловажный, опять-таки на злобу дня, это обустройство городского плавательного бассейна. Вы знаете, что, к сожалению, после войны у нас не функционирует плавательный бассейн. Их было два. Один функционировал на территории МВО, другой на набережной. Сегодня ни один из них не работает. В то же время по результатам общения с горожанами, да и вообще, в принципе, по анализу текущей ситуации, совершенно очевидно, что данный проект будет пользоваться большим спросом, и это будет не только социальный проект, но также и коммерческий, то есть из него можно будет извлекать выгоду. Вот эти два проекта мы также указали, в настоящий момент они находятся в стадии проработки. Спасибо большое за подробный ответ. Да, не Ну, прежде всего, была проделана большая работа для того, чтобы составить этот документ, даже если он не такой глубокий, а всего лишь справочный. Сколько времени на это все понадобилось? И в процессе, значит, получения информации удалось ли что-то узнать новое, ну, хотя бы об инженерных каких-то сооружениях или инфраструктуре Сухума? Ну, я скажу так, по порядку. Сам инвестиционный паспорт, он не подразумевает глубокого анализа или каких-то проектных изысканий по тем или иным отраслям. Опять-таки, это фактически информационный бюллетень, да? Информационный бюллетень для инвестора, который должен ему дать обзорную, сжатую, но в то же время достаточно информативный срез по городу. В дальнейшем, после того, как у него возникает заинтересованность в той или иной отрасли, он уже начинает изучать эту отрасль более глубоко, да? Поэтому здесь его даже и нельзя делать объемным, он должен быть максимально сжатым, потому что человек может просто до конца этого документа не дойти, если там большой срез информации указывать. Это первое. Второе. Ну, я уже говорил о том, что подготовка заняла где-то в районе года, но хочу сказать, что при других условиях, ну, опять-таки не раскрывая скобки, конечно же, этот документ можно сделать быстрее. Но возникают определенные сложности бюрократического характера, проблемы межведомственного взаимодействия. Я уже говорил, у нас отсутствует во многих ведомствах, организациях и учреждениях оцифровка данных, поэтому многие данные приходится получать в ручном режиме. Там, вы знаете, задействован человеческий фактор, все это затягивается, усложняется, но тем не менее не будем оглядываться на сложности, у нас уже есть готовый продукт, это уже отрадно, и будем исходить из этого. То, что касается, удалось ли узнать нам что-либо нового, ну, могу сказать, что если мы работаем в городском хозяйстве и до сих пор еще чего-то не знаем, то, наверное, это больше наш минус. Я не могу сказать, что мы знаем абсолютно все, но то, что касается именно инженерных сетей, коммуникаций, состояния улично-дорожной сети, ну, ситуацию мы знаем, должны знать как минимум, и знаем достаточно неплохо. Другой вопрос, что, к большому сожалению, не все получается сделать так, как хотели бы мы, так как хотели бы горожане, и как по объективным, так и по субъективным обстоятельствам. Я бы еще что хотел добавить. Данный документ, он является первым в своем роде, да, вообще первым на территории республики, у нас такого документа еще не было. Конечно же, это наш первый опыт, он, наверное, имеет какие-то огрехи, опять-таки это оставим на суд специалистов, мы в любом случае, наверное, соберем и отзывы, и комментарии, и какую-то критику конструктивную, постараемся обязательно доработать. Но я что хотел бы сказать, на мой взгляд, несомненно, вот этот опыт, его надо тиражировать и на другие районы республики. В перспективе нужно подготовить инвестиционный паспорт всей республики, для того, чтобы положительный инвестиционный имидж у нас был
комплексно проработан, да, не только для столицы, для одного города, но и для всех районов и для республики в целом. Я могу сказать, что мы со своей стороны, сотрудники наши, готовы оказать методологическую помощь, поделиться своим наработанным опытом, знаниями при подготовке подобного документа в случае, если другие районы нашей страны изъявят желание подготовить такой же документ. Насколько этот паспорт может увеличить инвестиционную привлекательность нашей столицы, на ваш взгляд? Есть какие-то прогнозы уже? Ну, знаете как, экономисты вообще всегда говорят, что прогнозы – это вещь такая, она неблагодарная. И я, например, не готов дать вам, обычно, когда даешь прогнозы, нужно и в чем-то измерять какие-то количественные показатели давать. Я вам не готов дать количественные показатели, но я могу сказать то, что, конечно же, мы все реалисты, мы понимаем, что разработка лишь одного инвестиционного паспорта в столице, она не обеспечит нам инвестиционного бума с завтрашнего утра. Но, тем не менее, я считаю так, что мы заложили очередной кирпичик в дело повышения инвестиционной привлекательности как города, так и республики в целом. Вообще, само создание благоприятного инвестиционного климата – это многосоставная комплексная задача, требует планомерной и кропотливой работы не только местных органов исполнительной власти, но и практически всех ведомств, организаций, учреждений на территории республики. Поэтому говорить о том, что вот после подготовки данного документа у нас будет какой-то взрыв, конечно, не приходится. Но могу сказать, что этот документ является условием необходимым, но недостаточным пока. То есть дальше нам нужно двигаться в направлении того инвестиционного стандарта, о котором я говорил, и реализовывать очередные шаги по проработке и подготовке этого инвестиционного стандарта в городе. Спасибо. Коллеги, вопросы? Принято считать, что такого рода документы появляются, начинают разрабатывать их, над ними долго, кропотливо трудятся, именно тогда, когда инвестиционный климат города, региона, района, страны в целом как-то меняется, либо есть такой, скажем, очень большой интерес. К Сухуму интерес возрос за последнее время? Я вам скажу так. Наверное, не совсем верно определять условия, да, при которых разрабатывается этот документ. Этот документ – это, скажем так, мировой стандарт, принятый во всех экономически развитых странах мира. Ну, это база, да, то есть это вот как азбуку человек должен знать, и то же самое и здесь. Другой вопрос, что у нас этого не было, и сегодня нам кажется, что это нечто необычное. Ничего необычного в этом нет совершенно. То есть мы не изобрели велосипед, мы не претендуем на Нобелевскую премию в экономике. Это совершенно базовые элементарные вещи, которые у нас давно должны были бы быть, но, к сожалению, их не было. Говорить о том, что возрос ли интерес к Сухуму, но я скажу так, интерес не только к Сухуму, но и к Абхазии, он всегда присутствовал и присутствует. Другой вопрос в том, что зачастую мы сами себе мешаем в этом направлении и сами отпугиваем потенциальных инвесторов от нашей республики. Поэтому, несмотря на то, что происходят периодически какие-то негативные явления, да, которые далеко не способствуют повышению инвестиционной привлекательности республики, в то же время не будем на них акцентироваться и будем все-таки двигаться вперед и делать что-то положительное для того, чтобы вот эти небольшие негативные эффекты нивелировать. То есть наша задача заключается в том, чтобы создать положительный инвестиционный имидж как города, так и республики в целом, и создать соответствующее информационное поле для этого. Сегодня вы знаете, что как извне, наверное, да, недружественные нам силы, так и мы сами зачастую создаем очень негативный информационный фон для нашей страны. И если мы будем двигаться именно в таком направлении, то, конечно, ни о каком интересе к нам и речи быть не может. Поэтому мы должны этот информационный фон переломить и создавать более положительную, позитивную повестку дня. Вот поэтому в этом направлении мы и стараемся работать. Скажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с этим документом?
желающим расскажите поподробнее. Это вот на вашем сайте официальном или есть другие ресурсы? Значит, ну, изначально инвестиционный паспорт, он у нас является одним из разделов сайта администрации города Сухум, недавно разработано. Значит, можно ознакомиться непосредственно на сайте. Там же существует и обратная связь с нами, то есть есть возможность дать свои критические комментарии, замечания, пожелания, которые мы обязательно учтем. В дальнейшем могу сказать, что работа на разработке самого инвестиционного паспорта, она не заканчивается. Дальше идет второй этап работы, наверное, даже более важный. Это продвижение этого инвестиционного паспорта, то есть доведение его до целевой аудитории. Мы планируем ряд перекрестных ссылок с наиболее посещаемыми сайтами об Абхазии. Также мы будем рассылать инвестиционный паспорт городам, членам ассоциации, в которых состоит город Сухум. Это Международная ассоциация «Породненные города», это Международная ассамблея крупных городов и столиц, и это международная организация «Объединенные города и местные власти», членом которой мы стали в этом году и которая объединяет города из более чем 140 стран мира. То есть мы будем стараться максимально продвигать этот инвестиционный паспорт для того, чтобы в различных частях планеты, хотя бы даже если условно из Южной Африки или из, не знаю, Шотландии к нам не приедут инвесторы, то хотя бы чтобы люди вообще узнали о том, что существует такой город, такая страна, и это уже будет каким-то шагом вперед. Кроме того, на недавно прошедшем в Краснодаре форуме крупных компаний Южного федерального округа была достигнута договоренность с одним из крупнейших деловых изданий Российской Федерации, не буду называть пока какое, о том, что после презентации паспорта к нам приедет представительная делегация журналистов, которая подготовит ряд статей, очерков по городу, и не только по городу, но и в дальнейшем по республике. Но по этому вопросу мы будем уже с республиканскими органами власти вести переговоры для того, чтобы этот процесс правильно организовать. Ну, мы вам желаем успехов, дорогие коллеги. На этом наша пресс-конференция завершена. Спасибо вам большое за вопросы, а вам большое спасибо за развернутые ответы. Спасибо, всего доброго. Телехопшца Абриала и Хапеха пресс-конференция Хыркшоп и Табу Пеха Хопшозыге, я его Хайпшараканза Абзирас. Все раз.